В Кыргызстане вопросы об изменении статуса русского языка поднимаются регулярно. В очередной раз такие заявления прозвучали осенью 2020 года. Мы узнали у граждан, что они думают по этому поводу, а также сколько, по их мнению, государственных языков нужно Кыргызстану. Сколько государственных языков нужно Кыргызстану? Только 2, наверное. Нет, 3 лучше будет. Но английский, кыргызский, русский, как обычно, да? Но маленьким детям, которые будут изучать, будет очень трудно. Ну, у нас в Кыргызстане сколько? Один государственный и один официальный, ведь русский и кыргызский. Ну, вот это пусть тогда и Ну, было бы еще прекрасно, если бы английский. Это повышало бы грамотность населения. Ну, самое главное, это наш сам народный язык, кыргызский. Потом русский. Ну, остальные не обязательно, я думаю. Я думаю, 2. Ну, или 3, наверное, 3 все-таки. Чтобы и английский язык тоже включили в государственный язык. Включая английского, наверное, хватит 3 языков. Мы люди советских времен, лично я, и мы русскоязычная семья у нас все даже внуки мои, правнуков нет, они все говорят на русском, но понимают отлично на киргизском. Поэтому, мне кажется, 2 языка мы должны знать, как язык общения русский, и кыргызский как государственный, он должен быть у нас на первом месте. 3-4 бы не помешало. Ну, на данный момент только 2 государственных языка, официальный и русский и кыргызский. Ну, думаю, пока что этого хватает как базовых 2 языков. Ну, конечно, можно в приоритете рассматривать английский тоже как один из государственных языков, чтобы на международном уровне наши политики тоже могли выступать. Я думаю, русский, кыргызский и английский обязательно. Также неплохо было бы добавить и китайский в школу. Основные 2 языка, русский и русский, должны оставаться. Мне кажется, 3. Это, естественно, наш первый язык кыргызский, а потом русский. И, естественно, английский нужно внедрять сейчас, мне кажется, в школу. Вот в школах сколько раз в неделю бывает английский язык? 2 раза в неделю. Мне кажется, нужно делать 4, чтобы больше изучалось английский язык, потому что английский язык – это язык будущего. Нужно ли менять статус русского языка в Кыргызстане? Думаю, да. Нужно на первую очередь кыргызский, потом русский, потом другие языки. Потому что тут на первом месте русский язык идет. Вот. В основном на русском разговаривают, русский язык востребованный, как говорят. Нужно сделать наоборот. Думаю, не стоит пока менять. Если мы вошли бы в состав, допустим, России, то да, скорее всего бы нам пришлось бы официально ставить государственный язык русский. Я думаю, не стоит. Уже все привыкли на русский язык уже. Это как официальный язык. Я думаю, что нет. Все-таки русский язык тоже нужен, чтобы мы умели говорить на 2 языках свободно. А лучше на 3, конечно же. Нет. Не думаю. У нас Чуйская область вся говорит на русском языке, согласитесь? Поэтому, да, у нас очень много грамотных кыргызов, которые говорят очень чисто на кыргызском языке и на русском языке. Поэтому, мне кажется, русский язык, должен быть языком межнационального общения. Я на таджикском не смогу говорить, но на русском я этому таджику объясню, если он будет знать русский язык. Правильно же? Вот так вот для сравнения это. Мне кажется, так вполне нормально. Я довольна. Думаю, что нет, потому что много книг научных, духовных, все-таки как наследие осталось на русском языке. Их изучать, думаю, следует все-таки лучше на русском языке, потому что... Статус русского языка менять пока что не нужно, потому что все-таки русский язык нам близок, он является одним из государственных языков, закрепленных в Конституции, и пусть он таким и остается. Наоборот, надо, добавлять русский язык, так как когда в Аил приезжаешь, многие дети не понимают русского языка. Вот. Я думаю, так. Думаю, не стоит. Пусть остается, потому что с самого детства, буквально с садика, я на русском уже приобщился. Статус русского языка, мне кажется, нет, потому что статус у него все тоже хороший, нормальный статус, то есть на государственном уровне. То есть многие документы и на русском, и на кыргызском делаются. Это очень хорошо.
уважительно по отношению к русским этническим нациям, да, которые у нас в Кыргызстане живут, и по отношению к Российской Федерации, которая нам в какой-то степени помогает. Вот.